Доброе утро всем, кто встречает эту пятницу, это утро вместе с нами. Привет всем, кто посмотрит этот эфир в записи. Сейчас в Уфе 9 часов утра. Сегодня пятница, 3 мая. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы напомним о событиях вчерашнего дня в Башкирии, обсудим их, проведем голосование по актуальному вопросу на нашем канале в Ютубе. Посмотрим фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Будет еще интересное видео от депутата Совета города Благовещенска Сергея Жукова и интервью с активистом движения «Социалистическая платформа» Андреем Горских, на которого напали в Уфе перед майскими праздниками. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на эту программу, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Если вам нравится работа нашей редакции, вы хотите и дальше узнавать альтернативную официальную точку зрения на события в стране и республике, то поддержите редакцию «Аспектов». Способов много, в том числе нужна и финансовая поддержка с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки на эти сервисы в описании. Итак, давайте начнем с обзора событий. В ходе специальной военной операции погибли еще 8 военных из Башкортостана. Об этих данных из открытых источников вчера рассказала наша редакция. Двое из них из Белорецкого района. В селе Абзаково простились с Айратом Юсупом. Это как раз в Белорецком районе. И в этом же районе вчера, 2 мая, в селе Железнодорожный простились с Дамиром Юламановым. Погиб и житель Уфимского района Амир Зинатуллин. О гибели Дмитрия Таланова сообщила уфимка Татьяна Петрова. В селе Дмитриевка Чешминского района простились с младшим сержантом Игорем Кистановым. 1 мая в селе Караякупово простились с рядовым Рамисом Шаймардановым. Это в Чешминском районе. В селе Янурусово простились со старшиной батальона имени Достовалова Радмиром Камаловым, сообщили в администрации Ишимбайского района. И в апреле, 26 апреля в деревне Ключевка Федоровского района простились с прапорщиком-контрактником Артуром Музафаровым. Общее число погибших военнослужащих из Башкортостана в ходе специальной военной операции достигло цифры 1882. Итак, 1882 человека из Башкортостана погибли в ходе специальной военной операции. Но есть случаи, когда жители Башкирии покидают, скажем так, войсковые части. И об этом вчера рассказал коммерсант Уфа. Военнослужащему из Башкортостана Василию Чабину суд смягчил приговор за самовольное оставление части в период мобилизации. Ранее суд в ноябре прошлого года, Уфимский гарнизонный военный суд, назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но потом в апелляции другой суд, уже центральный окружной, назначил ему этот же срок, но только условно, с испытательным сроком 3 года. И согласно материалам дела, Чабин, служа по контракту, без уважительных причин не вернулся в войсковую часть из отпуска. То есть был в отпуске, а потом не вернулся. Его задержали дома. Он свою вину признал, но сообщил, что вот в суде первой инстанции не учли показания его начальства, руководства, которое заявляло, что этот боец является высококлассным специалистом, в котором нуждается подразделение. Также он был награжден орденом мужества, и он сообщил, что желает продолжить службу в зоне специальной военной операции. В результате суд апелляционной инстанции изменил приговор, смягчил его, получается. И в качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание на то, что его наградили орденом. Вот такая история. Тем временем еще 2 башкирские компании попали под санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила РБК Уфа. Это нефтекамское предприятие «Нефтегазстрой» и Благовещенская компания «СИП Капитал». До февраля эта компания носила название «Башкирский промышленный холдинг». Собственно говоря, причиной введения санкций в отношении этих предприятий стало то, что они вели деятельность в секторе экономики, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы. Вот. Теперь поговорим давайте о политике. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу бывшего секретаря башкортостанского отделения Либертарианской партии Расула Мулатагирова. Об этом сообщил телеграм-канал ЛПР Башкортостан.
Его задержали на митинге в свое время за освобождение Алексея Навального в январе 2021 года. Напомню, Алексей Навальный при жизни был внесен и до сих пор находится в списке экстремистов и террористов. Так вот, в январе он шел, значит, с протестующими мирно по улицам города Уфы, по улице Ленина конкретно, с плакатом «Свободу Навального». К нему подошли полицейские, буквально схватили его и понесли в автозак. Далее доставили его в отдел полиции, где продержали его больше положенного, без всякого оформления. Больше 3 часов, по-моему, не положено задерживать человека, если ты его никак не оформляешь. У него, значит, в итоге потом его оштрафовали на 10 тысяч рублей, и суд постановил уничтожить вещественные доказательства по делу, среди которых были плакаты и партийный флаг. И вот Расул не согласился с этим, уже в другом суде отсудил эти вещи, однако сам штраф остался в силе. В итоге, напомню, в январе было шествие 2021 года, в августе 2021 года материалы были направлены в Европейский суд по правам человека. Тогда еще действовал, то есть тогда еще Россия признавала его решение, но само дело рассмотрели только вот в эти дни, получается в апреле, только через 2,5 года после того, как материалы ушли. И, собственно, Европейский суд признал его, Тагирова, невиновным и назначил ему компенсацию в сумме 4000 евро за незаконное задержание. Но поскольку у нас Россия вышла из конвенции и теперь не признает решение Европейского суда по правам человека, понятно, что денег этих он сейчас явно скоро не получит. Но, тем не менее, само понятие справедливости, я думаю, в его понимании оно осуществилось, и правосудие свершилось. Пусть не на территории России, на территории Европы, но тем не менее. Сейчас, раз мы заговорили о политике, давайте прервемся от обзора событий и послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас спикером был политолог Николай Евдокимов. Как раз с ними говорили о новых партиях, о рассвете, новые люди, и в том числе и о Борисе Надеждине. Давайте послушаем. В подмосковном Голицыно учредительный съезд партии «Рассвет» политика Екатерины Дунцовой. В съезде принимает участие 148 делегатов с 50 регионов России. Представители Минюста посещать его не стали. На ваш взгляд, это означает, что партию не зарегистрируют? То есть уже исход понятен? Я думаю, что шансов для того, чтобы партия была зарегистрирована, немного. Понятно, что партия «Рассвет», которую Дунцова пытается создать, она выбивается из общего политического поля, а тот тренд, который мы наблюдаем, он связан с установлением контроля за партийным полем. Собственно, это было видно по тем кандидатам, которые были выдвинуты на президентских выборах, например. То есть это кандидаты исключительно от парламентских политических партий. Вместе с тем существует колоссальный запрос на проявление новых политических партий. Отсюда и внимание к партии «Рассвет», которая еще не создана, которая еще не зарегистрирована. Внимание к партии любителей пива, например, которая возрождается некогда, она существовала в 90-е годы. Тоже у них сейчас проходят мероприятия, связанные с регистрацией этой политической партии. Понятно, что этот запрос есть запрос на партии нового типа, поскольку очевидно, что парламентские партии себя полностью изжили, они не рассматриваются как реальная оппозиция, они рассматриваются как приводной ремень существующей политической системы, государственной власти. Поэтому общественный запрос есть, но зарегистрирует ли их Минюст, думаю, скорее нет, чем да. Главная функция любой политической партии — это электоральная функция, это участие в выборах. Партия может быть зарегистрирована в Минюсте даже, но в конечном счете не допущена к выборам, не принимать участие в выборах по тем или иным причинам. У нас, если мне память сейчас не изменяет, более 50 политических партий зарегистрировано в России. Из них реально в выборах в Государственную Думу, например, выборы в Госдуму у нас проходят, в том числе по партийным спискам, по смешанной системе, участвуют от силы 10-12 политических партий, я сейчас точно не помню, но в этих пределах колеблется. Остальные, то есть, существуют чисто номинально. Поэтому я не исключаю вариант, при котором эта партия может быть даже зарегистрирована Минюстом, но это никаким образом не скажется на ее политических перспективах. То есть если она не будет допускаться к участию в выборах, в федеральных, региональных выборах, то по большому счету ее узнаваемость очень быстро сойдет на нет. Поэтому вопрос регистрации, на мой взгляд, здесь может быть даже вторичен по отношению к будущим электоральным перспективам политической партии. Сама Дунцова у нас в эфире сказала, что она будет добиваться повторной регистрации в случае первичного отказа. То есть это будет
такой перманентный, бесконечный такой процесс? Сейчас по партийному законодательству, которое в России существует, зарегистрировать политическую партию, в общем-то, формально несложно. Но мы прекрасно все понимаем, что существует масса нюансов, связанных с тем, что всегда при желании можно придраться к какой-нибудь мелочи. Поэтому... Вот вы говорите, у людей есть запрос на новую партию. Вот же на последних парламентских выборах дали партию, и так называется «Новые люди». Вот, пожалуйста. Почему она не оправдала себя тогда, получается? Не могу сказать, что она не оправдала себя. То есть на фоне других политических партий она постепенно набирает обороты. У новых людей есть определенные проблемы, связанные с тем, что им нужно отстроиться каким-то образом от существующей политической, архаичной, достаточно партийной системы. То есть противопоставить себя вот этим в кавычках мастодонтам, которые на самом деле сегодня уже активное влияние не принимают на политический процесс. Я имею в виду КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». И в целом, если мы посмотрим на ход президентской кампании, как бы мы ни относились к Даванкову, представителю кандидата от новых людей, но тем не менее именно он рассматривался в качестве реального человека, который может занять второе место, то есть выше, чем представители традиционных политических партий, которые уже 30 лет на политической арене, кто-то и больше. Там он третье место занял, формально он уступил Харитонову. Некоторые эксперты считают, что реально его место второе. Вот есть такая точка зрения. Поэтому я не совсем согласен с тем, что новые люди себя не оправдали. Другое дело, что они действуют в системном поле. Но ведь если будет зарегистрирована партия «Рассвет», например, то она тоже вынуждена будет действовать в системном поле. То есть она будет действовать согласно тому законодательству. И это не только законодательство о политических партиях, это не только избирательное законодательство, но и любые другие законы, которые так или иначе сегодня в России действуют. В частности, например, закон против фейков о российской армии или еще какие-то нормативно-правовые акты. То есть, в любом случае, если партия избрала этот путь, то она идет по пути системной оппозиции. Другое дело, что эта позиция может быть более жесткая, чем, например, у тех же самых новых людей. В любом случае, это попытка играть в рамках правового поля. А мы видим, в общем-то, правда, не на примере политической партии, а на примере одного из кандидатов, я имею в виду Бориса Надеждина, что подобного рода попытка, в общем-то, заканчивается. Мы помним эту всю эпопею с регистрацией и отказом в регистрации Борису Надеждину, несмотря на, казалось бы, достаточно широкие кадры народной поддержки. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Полностью программу с его участием можете посмотреть на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» в плейлисте «Аспекты мнений». Звуковой вариант программы вы можете послушать в виде подкаста на нашем телеграм-канале «Аспекты Башкортостана». Так что, пожалуйста, пользуйтесь. В связи с этим, в связи с тем, что политолог утверждает, что сейчас... Возможно, этому «Рассвету», этой партии не дадут шансы зарегистрироваться, нормально действовать. Я хочу задать вам, может быть, немножко наивный вопрос, но тем не менее хочется узнать ваше мнение. В условиях специальной военной операции нужна ли России демократия? Да или нет? Для начала я хотел бы, чтобы слово «демократия», может быть, так сказать, для того, чтобы мы на одном языке говорили, сказать, что я под этим понимаю демократия. Демократия — это как раз наличие разных партий, которые представляют разные слои общества. Это многопартийность, это сменяемость власти. То есть невозможно быть демократическому строю, в котором один и тот же человек 30-40 лет подряд правит. Это нет конкуренции. То есть помимо многопартийности она подразумевает политическую конкуренцию, а значит и сменяемость власти. Это наличие таких институтов, как независимые средства массовой информации. Это такие институты, как независимая судебная власть, независимая законодательная власть, независимая исполнительная власть, в свою очередь. То есть это разделение властей, а не сосредоточение в руках одной исполнительной власти всех своих полномочий и, зажимание, ущемление прав законодательной и судебной власти. Надеюсь, ничего не забыл. Возможно, какие-то еще элементы демократии вы напомните. Напишите это в комментариях. А тем временем, пока идет программа, отвечайте на вопрос, как вы считаете, в условиях специальной военной операции нужна ли России демократия? Да, если вы считаете, что специальная военная операция рано или поздно закончится, а демократия нужна всегда. И это просто нормальные условия для развития любого общества, любого государства. Нет, если вы считаете, да, специальная военная операция — это такой особый режим, это нужно мобилизоваться, значит, нужно забыть. Даже на Украине приняли закон, ограничивающий определенные права и свободы граждан. Значит, нет, не нужна демократия. Это ваш второй вариант ответа. Итак, голосуйте, а мы продолжим
обзор событий вчерашнего дня и обзор прессы. ОВД-инфо, признанная в России иноагентом, сообщила, что в Уфе, Владимире и Нижнем Новгороде неизвестные напали на активистов социалистической платформы. Причем это случилось, получается, в пару дней. Мы связались с одним из тех, на кого напали в Уфе. Это организационный секретарь ЦК социалистической платформы Андрей Горских. И спросили его, что же произошло. Давайте послушаем. Шел я домой, мне перегородили дорогу. Одного человека я знаю, человек живет неподалеку. Очень плохая репутация, его называют подментованным. Всех других я не знаю, вот переграждают мне дорогу, кричат фашист. Вот пытались тащить за рюкзак. Долго это не продолжилось, отошли. Делался я легким испугом. То есть повреждений не было. Единственное, там у оси буквально на час сдулся висок, но, как оказалось, не сильно. Вы потом обращались в полицию? Да, сначала я позвонил в полицию, вводные данные зарегистрированы, да, все хорошо. Извините, мы перезвоним. Через полчаса то же самое. И так вот 4 сотрудника разных звонило, с разных отделов. На 5-й раз позвонил уже участковый, пока вы тут. Меня спрашивали одни и те же вопросы. Люди, на которых я хотел показать прям пальцем, извиняюсь, они ушли. Сама полиция во время разговора, она мне сказала, что не может гарантировать никакой мне безопасности. Вот там вот могут вполне тыкнуть ножом. Сами понимаем, в какой стране мы живем, опасно, все такое. Это не прямо так, они завуалированно говорили. Намекали на то, что неплохо бы переехать в эмиграцию, но хотя что там делать, что такое вот. Ну, это, насколько понимаю, 29 апреля все произошло, правильно? Да. А днем раньше еще на кого-то напали, да? Днем ранее даже на 3 человек напали. Вот, Сергей Муравкин, интересная особенность, на него даже с ножом напали. Но Сергей Муравкин занимался самбо, он сразу же обезвредил нож, и тут сзади на него налетели. Цели его прямо сбить не было. Немножко попинали, ну и ушли. А где еще, говорите, еще в 3 местах напали на кого? Еще до Татьяны и Луценко произошло и со мной. Вот тоже что-то такое вот невнятно политическое крикнули ему в плане типа фашист, что ли. А с чем вы все связываете, все вот эти случаи? Могу просто вспомнить события, от которых, возможно, и ноги растут. У нас прошла забастовка в январе этого года. Она вообще охватила одно предприятие, и планировалась еще одна забастовка, которая уже должна охватить 3 предприятия. Вторая забастовка не состоялась, и готовилась конференция. На конференции должно было объявиться уже о создании пресс-центра «Солидарность». С этого момента начались веселые деньки. Вот, на место работы, почему ФСБ, потому что я занимаюсь деструктивными акциями саботажа на производстве путем призыва к приостановке работы. Имею стойкие нацистские убеждения. Ну, у меня левые убеждения, леводемократические, почему-то для них это считаются стойкие нацистские. И призвали вообще уволить. Это был фрагмент интервью с активистом движения «Социалистическая платформа» Андреем Горским, на которого напали в Уфе, если не ошибаюсь, 29 апреля. И напомню, что в эти же дни, только днем раньше, на еще одного уфимского члена организации Сергея Муравкина напали люди. И во Владимире напали, и в Нижнем Новгороде. Я когда готовился к программе, немножко посмотрел, что же такое эта социалистическая платформа. Так вот, это движение, которое зародилось в Уфе примерно 5 лет назад. Они участвовали, кстати, и в защите горы Шихан, Куштау. Вот. И у них, знаете, такая смесь была левого движения, рабочего профсоюза и экологического активизма. Вот так, как-то так вот у них было. В итоге, как вы услышали из интервью, попытались создать что-то вроде как профсоюза, профсоюзного центра с названием «Солидарность». Возможно, это название испугало как раз спецслужбы. Все-таки все, наверное, помнят, что в Польше именно рабочее движение «Солидарность» пришло к власти, когда там после коммунистической партии они пришли к власти. Возможно, это повлияло на поведение спецслужб, и явно видно заказ некий, поскольку не может такого быть, что одновременно в нескольких городах разным людям приходит в голову мысль побить членов одной и той же организации. Согласитесь, это как-то было бы странно. Вот. И не случайно первый секретарь движения вот этого социалистической платформы Сергей Странник считает произошедшее не совпадением, а целенаправленным давлением на соратников с целью вынудить их уехать из страны.
Вот, в том числе и к нему, он сам из Нижнего Новгорода, приходили домой к середине апреля с обыском по делу о призывах к экстремизму и изъяли 2 книги Троцкого. Троцкий, видимо, сейчас тоже считается таким экстремистом, я не знаю, почему именно эти книжки изъяли. Вот, и когда во время обыска ему тоже настоятельно рекомендовали уехать из страны, хотя через какое-то время дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Напоминаю в связи с этим, что сейчас идет голосование на нашем канале в YouTube. Я спрашиваю вас, в условиях специальной военной операции нужна ли демократия, да или нет. Тут смотрю комментарии, идет активная дискуссия, разве была до СВО демократия. Ну, скажем так, она, конечно, если и была, то в очень сильно урезанном виде. Можно сказать, что и не было. Кто-то вот комментирует вопрос Альберта. Это была автократия у нас и тоталитаризм. Собственно говоря, вот такие, значит, мнения. Голосуйте еще раз. Отвечайте на вопрос. Я думаю, тем не менее, если мы размышляем на такие, пусть наивные, может быть, вопросы, но это очень важно, на мой взгляд. Все-таки мы должны понимать, в каком обществе мы живем и чего мы хотим. Вот, продолжим уже, может быть, меньше о политике, больше о жизни, в какой реальности мы живем. Прокуратура выявила хищение запчастей для специальной техники в муниципальной службе по благоустройству Октябрьского района Уфы. Об этом сообщили, собственно говоря, в прокуратуре Башкортостана. Они проверили предприятие и возбудили уголовное дело по факту хищения запчастей на сумму более 580 тысяч рублей, ну почти 600 тысяч рублей. Вот. В чем дело? Выяснили, что в прошлом году служба по благоустройству Октябрьского района закупила запчасти для хорошей работы, как бы, да, чтобы ремонтировать спецтехнику вот на эту сумму 600 тысяч рублей, но не стали устанавливать на эти запчасти на транспортные средства. И в итоге было возбуждено уголовное дело по статьям растрата и превышение должностных полномочий. Правда, в сообщении не указывается, возможно, эти запчасти просто лежат на складе, тогда в этом случае непонятно, зачем возбуждать уголовное дело. Скорее всего, я думаю, они раз растрата, значит, они куда-то, возможно, были на сторону ушли и не используются в ремонте именно поэтому. То, что у правоохранительных органов достаточно много работы, напоминает и следующий наш сюжет, скажем так. Вчера пруфы сообщили о том, что член Совета при главе Башкортостана по правам человека Сергей Жуков обратился к Благовещенскому межрайонному прокурору и начальнику полиции с просьбой проверить земли Благовещенского района на распил. По словам депутата Совета Благовещенска, в таком живописном месте в лесу в Сосновом Бору были выделены 4 земельных участка, вы не поверите, под сады и огороды. Под огороды даже, если быть более точным. И вот что это за место и какие аргументы у Сергея Жукова, я предлагаю посмотреть, поскольку он снял небольшое видео, кусочек из этого видео мы сейчас и покажем. Вот здесь расположилась и пока не передана в собственность частных лиц, вот в таком живописном месте, уважаемый прокурор и начальник полиции, приходите сюда с выездной проверкой, посмотрите, как здесь красиво. И я уверяю, это будет очень дорого. Это очень дорого будет. Я думаю, что здесь земельные участки будут стоить, ну, 2-3 миллиона рублей. В том случае, если вы окажетесь носителями погон, а не настоящими прокурорами и полицейскими. Вот здесь, в этом лесу, 4 земельных участка. Подведение огородничества. И никому из вас, уважаемые правоохранительные органы, до этого нет никакого дела. Отличный сад, отличный огород. Уверен, что урожай здесь будет очень большой. Место великолепное. Для коттеджа самое то. Уважаемые представители силовых органов, я говорил открыто
писал заявления, обращения, направлял депутатские запросы. И говорю еще раз, ваш звездный час, если вы не в доле и не являетесь примитивными представителями носителей погон, ваш звездный час, он здесь. Официальное обращение обязательно вам направлю. Я думаю, самое место сюда ездить, картошку сажать, укропчик. А может быть, самое время сажать что-нибудь другое. Это было видео депутата Совета Благовещенска Сергея Жукова, который вот рассказал, как в таком красивом месте, надеюсь, вы видели всю эту красоту, отвели 4 земельных участка под огороды. Ну, слабо верится, что кто-то в лесу будет сажать картошку и никак по-другому эту землю не использует. Вот и Сергей Жуков так считает. Ну, и хотелось бы все-таки пару слов сказать об авторе видео. Сергей Жуков такой активный человек. Раньше он был членом ЛДПР, потом вышел из этой партии, но в итоге своей как бы активной позиции никогда не устранялся. Сейчас он также член Совета по правам человека при главе Башкортостана. Был нашим постоянным спикером, но слово «был» здесь ключевое, потому что когда в редакции начались определенные, скажем так, неприятные ситуации, когда у нас заблокировали сайт, заблокировали социальные сети, оставили только YouTube и Telegram. То в этот момент Сергей Жуков перестал с нами сотрудничать, посчитав, что, наверное, это для него опасно. Не знаю. Но многие другие авторы, наоборот, в эти дни нам звонили со словами поддержки и говорили: вы, ребята, мы с вами, мы всегда все-таки поддержим такую работу, когда на одной площадке предоставляют возможность высказать людям с абсолютно разными, противоположными порой точками зрения. И я считаю, что это важно. Это как раз признак демократии, вот эта свобода слова, да. И комментируя ваши комментарии, пусть будет такой, тут написали, будто бы Украина оплот и образец демократии. Конечно, нет. Нету вообще таких образцов, может быть, я не знаю, за исключением некоторых стран. Мне Швейцария, например, в этом плане нравится как такой, знаете, пример, где выслушивает людей, где по каждому важному вопросу проводит референдум. Вот в этом плане, да. Ну, Украина просто честно сказала, что вот в момент ведения специальной военной операции мы ограничиваем права и свободы граждан такие, такие-то и такие-то. То есть это вот официально признанный документ они приняли. И поэтому вопрос, как бы, наверное, все-таки не случайно я ставлю в условиях специальной военной операции, нужна ли демократия России, да или нет. Голосуйте на нашем канале в Ютубе, в чатике. И вопрос, как вы считаете, есть условный доктор технических наук и какой-нибудь алкаш безработный, у них обоих есть право голосовать? Конечно, у обоих есть право голосовать. Я лично так считаю. Аспекты. Хотелось бы понять ваше видение. Вы четко понимаете, что власть людоедская, каши с ней не сваришь. Может начать это транслировать, чтобы у людей розовые очки пропали. Ну, во-первых, я не сторонник того, чтобы четко вбивать в головы людям одну какую-то идею. Пусть люди немножко сами своей головой подумают. И если власть людоедская, они сами к этому выводу и придут. Вот. Все-таки демократия возможна только там и тогда, когда есть ответственные думающие граждане. И в этом плане мне нравится позиция как раз лидера партии «Рассвет». Это уже теперь официально. Екатерину Дунцову выбрали вчера на съезде или позавчера уже на съезде председателем партии «Рассвет». И она говорила, когда у нас была в студии, что это партия, это сообщество думающих, ответственных людей, любящих свою родину. Вот мне такое определение очень даже нравится. Поэтому транслировать какую-то одну идею можно, но это называется пропаганда, ребята. Я все-таки хочу, чтобы все имели право на слово, все могли сказать свое мнение, а уже дальше ваше дело выбирать, кто прав, кто нет. И вот это и есть признак демократии, а не так, чтобы давайте сегодня все будут левые, правые, завтра все правые будут правы, послезавтра все коммунисты будут правы и потом так далее. То есть только одна единая точка зрения. Такого в демократии это, это не демократия, это что-то другое. Продолжим обзор прессы. Черные метки за огромную пробку 1 мая в районе Булгакова получили руководители сразу нескольких ведомств. Об этом написала редакция программы «Честно говоря».
Речь идет о том, что в 1 мая на трассе Уфа-Оренбург в районе Булгакова стала большая пробка, образовалась, тысячи автомашин появились там, в пробке встали из-за проведения дорожных работ. И только Ради Хабиров, в общем-то, обратил на это внимание и стал разбираться. В общем, и выяснилось, что, э, короче говоря, там должны были уложиться до 12 часов с работами, но не смогли из-за дождей, видимо. Вот. И работу начали позже. Поскольку график сдвинулся, то все это и как раз привело к пробкам. Вот. Ну, Ради Хабиров как бы возмутился, высказал всем свое недовольство. Люди простояли в пробке минимум 2 часа. И когда он об этом узнал, то сразу вмешался в ситуацию, иначе пробка была бы до 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака, подчеркнул Ради Хабиров, и попросил наказать всех ответственных за возникновение этой ситуации. Ну, собственно говоря, трудно как бы предполагать, что пробок у нас по волшебному мановению палочки больше не будет. Ну вот, какие-то вещи надо все-таки, конечно, предусматривать и думать. Ну вот это из нашей жизни. Из нашей же жизни следующая новость. Об этом коммерсант УФА сообщил, что средняя зарплата сотрудников нового вуза Уфимского университета науки и технологий в прошлом году была в 8 раз ниже, чем у ректора, собственно говоря. Ну и, естественно, сумма зарплаты ректора, наверное, многих интересует. Это почти 600 тысяч рублей, там чуть поменьше. Вот. И за год она увеличилась на 19%. Ну, других там сотрудников, которые в руководящем составе, зарплата, конечно, поменьше. Например, у главного бухгалтера 438 тысяч. У проректоров была зарплата от 262 до 371 тысячи рублей в месяц. Вот. А средняя зарплата, в отчете это было указано, средняя зарплата работников университета без учета вот этих всех руководителей была в 8 раз ниже, чем у ректора. 74,5 тысячи рублей. Ну, сравните, да? У кого 600, у кого 74. И как люди живут по-разному. Вот. Но эту ситуацию прокомментировала и руководитель автономной некоммерческой организации информационно-аналитический центр Дилара Гундорова. Она сообщила о том, что, в принципе, по указу президента должна быть зарплата преподавателя в среднем 70 тысяч. Должна быть не менее 80 тысяч, а вот здесь как бы ниже. Это как бы неправильно. И разрыв в 8 раз зарплаты среднего преподавателя от ректора тоже это неправильно. Должно быть не больше 6 между руководителем и самым низкооплачиваемым сотрудником. Это тоже такие есть бюджетные правила, по ее словам. Собственно говоря, она усмотрела в этом 2 существенных нарушения, за которые потом положено расследование, возмещение ущерба, увольнение и статья. Ну вот, интересно, конечно, ситуация. Вот я не знал, что есть такие правила. Если это на самом деле так, то да, посмотрим, какова будет реакция вуза, прежде всего, и, возможно, Министерства образования республики. Напомню, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» сейчас идет голосование. Я спрашиваю вас, нужна ли в условиях специальной военной операции демократия, да или нет. Да. И продолжим обзор прессы. В Уфе на заправках Лукойла выросли цены на бензин. Все марки топлива подорожали на 45 копеек, сообщил Уфатайм. Ну и другие СМИ тоже потом. Собственно говоря, можно привести цены. Литр АИ-92 Экта сейчас стоит 51 рубль 86 копеек. 95-й тоже Экта 55 рублей 91 копейка. 98-й бензин 69 рублей 23 копейки, а дизтопливо 64 рубля и 1 копейка. Ну, вот, и они все раньше стоили на 45 копеек дешевле. Это последний раз, надо добавить, что последний раз цены на заправках Лукойла менялись 4 месяца назад, а вот Башнефть 15 апреля последний раз меняла цены. Ну, тоже в сторону увеличения. У нас в сторону уменьшения, к сожалению, ну, крайне редко на моей памяти были такие случаи, но очень-очень-очень редко. Новость из культурной жизни. И сейчас я попрошу поставить фоном видеоклип. Дело в том, что группа Pet Shop Boys одну из песен своего нового альбома посвятила Рудольфу Нурееву.
нашему земляку, знаменитому балетному танцовщику. В общем, в новом альбоме 10 песен, и одна из них называется Dancing Star, танцующая звезда. Она посвящена как раз Рудольфу Нурееву из Уфы. И в этой песне прямо вспоминается эпизод из биографии Рудольфа Нуреева, когда во время гастролей в Париже в июне 1961 года ему пришлось буквально перепрыгнуть барьер в аэропорту, чтобы попросить политическое убежище и уйти, значит, от советской власти, которая его ограничивала. Впоследствии он был осужден в СССР за измену Родины и приговорен заочно к 7 годам заключения, что не помешало потом ему уже в годы после перестроечной приезжать в Уфу, в Казань. То есть он приезжал, видимо, это заочный приговор закончился, я не знаю. Вот этот момент я, к сожалению, не уточнил. Буквально процитирую пару слов из песни про Рудольфа Нуреева. Перепрыгнул барьер в аэропорту Орли, попросил там политического убежища. Это застало всех ребят из КГБ врасплох. Думаю, они считали, что ты никогда не решишься, но ты знал, что должен рискнуть. Ты нарушал общепринятые правила снова и снова. Огненный талант, сугубой репутации, нарушитель спокойствия среди мрачных людей. Танцующая звезда, больше власти, чем у царя. Вот эти слова, я думаю, как раз достаточно такие ключевые. Танцующая звезда, больше власти, чем у царя. Дело в том, что на самом деле у многих звезд эстрады, балета, песни, певцов, музыкантов на самом деле больше популярности, чем у некоторых политиков. И, наверное, так и есть, так и должно быть. Все-таки мы чаще занимаемся не политикой, а чаще занимаемся жизнью. Например, слушаем те же песни или находимся под властью искусства, одним словом. Продолжается голосование. Скоро мы его закончим. Голосуйте на нашем канале в Ютубе. Вопрос такой. В условиях специальной военной операции нужна демократия или нет? Демократию вроде как придумали то ли в Древней Греции, то ли в Древнем Риме. Но и там были рабы, которые не имели права голосовать. А сейчас в России есть у нас рабы или нет? Альберт Абдуллин, пожалуйста, подумайте и ответьте на этот вопрос. Хорошо, продолжим. 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 Да. О спорте. Салават Юлаев объявил состав тренерского штаба команды. Виктор Козлов остался главным тренером. И с ним заключили контракт. Я беру публикацию аргументов и фактов Уфы. В состав тренерского штаба команды Салават Юлаев вошли 5 специалистов. За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжает отвечать Николай Цулыгин. Пополнили тренерский штаб Салавата Юлаева Владимир Потапов. Ранее он работал в уфимском Толпаре. Пополнил эту команду тренер вратарей Дмитрий Мезенцев, который раньше работал в системе Югры в Ханты-Мансийске. И пополнил команду тренерского штаба Евгений Бирюков, который завершил свою карьеру. После этого сезона он играл в нашей команде, и теперь он будет работать с линией обороны и с молодыми хоккеистами. Также продлил контракт с клубом тренер по общей физической подготовке Адриан Вальво, который работает в Уфе с лета 2022 года. И теперь, наверное, уже пора подводить итоги голосования. Напомню, на нашем канале YouTube я задавал вопрос: в условиях специальной военной операции нужна ли России демократия или нет? Собственно говоря, голоса разделились. Большинство, 80% считает, что да, нужна, и меньшинство, 20% считает, что нет. Мне кажется, что сейчас у власти находятся как раз те люди, которые считают как меньшинство. На мой взгляд, которые считают, что демократия не нужна, и поэтому всячески препятствует любым проявлениям каким-то инакомыслия и так далее, так далее. Тут пишут современные либералы левых взглядов, по сути, мимикрирующие социал-демократы. А вообще все эти термины: либералы, социал-демократы, левые, правые, они, конечно, важны в определенном смысле, но гораздо более важно то, что мы все люди, и это, мне кажется, на первом месте в любой политики и в любой жизненной ситуации должно быть. Когда ты это понимаешь, что ты человек, и напротив тебя другой такой же человек, и имеет такие же равные права, и он такую же ценность представляет, как и ты сам, тогда многое становится на места.
Сейчас в жизни у нас много совершенно вот не так. Вот согласитесь, да? Кто-то считает, что там виноваты мигранты, кто-то считает, что виноваты бюрократы, кто-то считает, что еще кто-то виноват. И понимание, что мы вообще-то вообще люди, и у нас одна единственная жизнь, больше другой у нас не будет. И эту жизнь желательно прожить все-таки, наверное, в условиях какой-то гармонии, мира, согласия, любви, созидания, творчества, а не разрушения, ни военных действий, ни убийств, ни насилия, ни вот этого всего продолжающегося безумия, когда художников сажают, то есть, режиссеров, сценаристов за спектакль сажают, объявляют их в терроризме и так далее, и так далее. Женщин, которые могут рожать, тоже сажают. Многодетных отцов, вспомните баймакскую историю, тоже сажают. Это все безумие, на мой взгляд. Это как раз когда мы не понимаем, что мы люди, и мы имеем все одинаковые права на жизнь и на счастье. Ну что ж, на этом наша программа завершается, вернее, подходит к концу. Я хочу еще все-таки почитать вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости», чтобы посвятить в российскую мировую повестку. Итак, давайте послушаем. 8 детей и 1 взрослый пострадали при обстреле города Дергачи Харьковской области, сообщили местные власти. По данным чиновникам, российские военные использовали для удара корректируемые авиабомбы, одна из которых взорвалась возле здания спортивного клуба. Министерство обороны России это не прокомментировало. Reuters агентство информационное отозвало публикацию, в которой говорится, что глава британского Министерства иностранных дел поддержал право Украины бить британским оружием по целям на территории России. Агентство пообещало перепечатать сообщение после пересмотра некоторых деталей истории. В Российском Министерстве иностранных дел выразили уверенность, что в Лондоне действительно так сказали, но из-за резонанса дали заднюю. Кыргызстан вслед за Таджикистаном рекомендовал своим соотечественникам воздержаться от поездок в Россию. Правозащитники сообщали, что власти Российской Федерации массово отказывают во въезде гражданам этих стран, из-за чего на пунктах пропусков застряли тысячи людей. На художника Егора Холтова завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих, передает агентство Ульяновск. По версии следствия, с 2014 по 2021 год он делал публикации, содержащие глумление над почитаемыми в христианстве образами. Ранее у него прошел обыск по делу Петра Верзилова, признанного в России иноагентом. Суд оставил в силе приговор 72-летней Евгении Майбороде, внесенный в список экстремистов-террористов по делу о военных фейках. Пенсионерка должна будет провести в колонии 5,5 лет. Реальный срок назначили ей из-за 2 репостов во ВКонтакте. Фигурантка дела частично признала свою вину, но отвергла мотив политической ненависти. В России суд впервые обязал выплатить компенсацию за плагиат Рилса в Инстаграм. Инстаграм входит в корпорацию Мета, признанную в России экстремистской организацией. Как пишет Мэш, спор возник между 2 экспертами по недвижимости. Одна блогерша записала короткое видео, что делать после погашения ипотеки, а другой блогер слово в слово переснял ролик. Компенсация составила 300 тысяч рублей. Депутат Томской областной думы предложила подумать над созданием в России трудовых лагерей. Екатерине Сапканюк, которая по совместительству владеет строительной компанией «Карьера управления», посетовала на нехватку рабочих на строительной площадке и призвала привлечь к труду тунеядцев, в кавычках, которые получают пособие по безработице. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наш утренний эфир завершается, но работа наша не завершается. Приглашаю вас к 11 часам снова к эфиру на канал «Аспекты Башкортостан». Будет программа «Аспекты мнений». И в гости мы пригласили экологического активиста Ирину Курели. В том числе поговорим и про Кроношпан. Она владеет ситуацией в полном объеме, я надеюсь. Так что будет интересно. В 11:00 снова на нашем канале встречаемся. А я временно с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. Хорошего всем дня.